Биринчи класска да бунусун акча, тигинисин акча эчтекесин берген жокмун. Просто эле китебин эле берип койдум мен. Аны дагы карызга алып, аяшым бар. Ошодо 5000 сом алып, агынын прописин дагы 2-классын, 3-класста окуган баламдын дагы эрте окуп калышкан да. Бирөө 6-класс, бирөө 3-класс окуйт, экинчиси. Алардын керектүүлөрүн алып бердим. Анан кийин азыр мынакей 500 канча сом эле турат. Анткени УЗИге барышым керек эртең. Баламды деген физкультурадан чыгарышым керек да, физкультурага катышканга болбойт ал. Даже каты басканга болбойт. Бир аз ошо көбүрөөк мындай лишний движение болсо, ошо көз төрүшүп баштайт. Бир жак бөйрөгү эле иштеп турат да. Они со своим мужем неоднократно открывали свое дело, свой бизнес. Но почему-то данный бизнес, в который она вкладывала душу, время, энергию, отбирая это все у своих детей. Ведь она параллельно с этим бизнесом, она еще 5 успела родить, нянчила их, воспитывала, растила их. И они еще успевали какими-то своими делами заниматься. Вот. Она ведь не настояла на том, чтобы этот бизнес был зарегистрирован на нее, вот, чтобы она была защищена, да, тем, что вот если разойдутся, у нее свое дело есть. А также дом, деньги, которые они с мужем зарабатывали на этих их общих делах, на эти деньги они строили дом. Получается, что наша героиня никакого отношения к этому дому не имела, да, хотя она потом и кровью его зарабатывала. Вот, и вот такие случаи во многом проявляются. Ичип, андай ичип жүрчү. Ошол жерде такси күтүп турганбыз. Чапты да мени. Чапканда кайрылып түштүм. Мен чабат деп ойлогон эмесмин. Мен такси карап аткам да. Чапканда ошо темирге тийген башым. Ой, канча жыл аны мен алыштым. Бетиме эмеден баштан кан өтпөй калыптыр. Могу жакта сөөктөргө кыпчылып калыптыр, тарамыштар. Конечно же, наша самая больная тема – это женщины. Вот если посмотреть количество обращающихся женщин или мужчин, разумеется, 80% обращений – это, к сожалению, наши женщины. Обращаются в основном с жалобами на обращение их супругов к ним. Насильственные действия совершают очень часто. Очень, конечно, страшные иногда такие моменты приходится услышать, но в основном просят, чтобы мы молчали, не распространяли. Я говорю всегда, давайте обратимся с заявлением в милицию, да, в органы. Нет, меня вообще он тогда убьет. Я говорю, чем я вам могу помочь, скажите, пожалуйста. Ну вот, многие женщины обращаются за тем, чтобы мы помогли им обратиться за алиментом в судебные органы, за алиментами, чтобы хотя бы хоть как-то себя и детей содержать хоть на что-то. С какой вы проблемой пришли? Получается, лишить отца родительских прав, поскольку отец детей не посещает, никакой помощи от него нету, он к детям не приходит, ни телефонных звонков, ничего от него нет. Ну, в данном ЦБЮП с 2016 года, да, 2016 года, оказывается, время как бежит. Вот. И здесь уже, получается, людей оказываем правовую помощь. В настоящее время уже больше стало случаев, когда люди приходят с вопросами по расторжению брака, по взысканию алиментов, по лишению родительских прав. Сейчас вот именно тенденция, что вот люди именно просят о помощи, да, о том, чтобы оказали правовую помощь. Вот. Ну, у людей, поскольку нету денег, они все-таки приходят, и в основном довольные люди уходят, получая, и удивляются в основном, что мы должны. Я говорю, ну,
хорошее настроение с вас. Мы даже порой, знаете, даже мы своего рода стали даже психологами. Мы женщин психологически вот, настраиваем, готовим, потому что бывают женщины забитые. Ну, в плане психологическом состоянии они очень замкнутые, забитые, у них панический страх перед супругами, они считают себя, что они бесправные, они считают, что у них нет прав, что мужчины, они сильнее, они могут отобрать детей, они оставить могут жену и, например, детей ни с чем, то есть без материальной помощи какой-либо. Стараемся, конечно. В первую очередь мы психологически настраиваем. Говорим, что ты такие же права равноправно имеешь, такие же права, как и твой супруг. Ты также можешь обратиться в суд. Мы тебе составим заявление, объясняем ее полностью права и обязанности. Соответственно, мы уже готовим иски, в суд помогаем подать. Соответственно, расторгнуть брак, взыскать алименты. Думаю, что каждый гражданин обязан знать свои права и пользоваться этими правами. Если они будут пользоваться этими правами, то наше общество будет в первую очередь грамотным, наше государство будет развитым.